Всем добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Светлана Шаманина. Екатерина Имбер. И с нами еще Зоя Корниенко. Да. Мы рады вас приветствовать, рады, что вы проявили интерес к шотландскому гельскому языку. Несмотря на то, что у нас не было на параде в начале дня. Итак, шотландский гельский язык – это один из языков Шотландии. В Шотландии несколько языков, один из которых, что, естественно, легко догадаться, это английский язык, потому что Шотландия входит в королевство Великобритании. Второй язык, который вы можете встретить на территории Шотландии, это язык скотс. Иногда его еще называют англо-шотландским языком. Он, судя по названию, близок к ирландскому, простите, английскому языку. Вот. И, соответственно, он на него очень сильно похож. И даже некоторые лингвисты говорят о том, что, может быть, это и не отдельный язык, а всего лишь диалект английского, но это их личное мнение. И третий язык, который вы можете встретить на территории Шотландии, это гельский язык элик, про, собственно, о котором мы сегодня будем рассказывать. Шотландский гельский язык относится к кельтской группе языков индоевропейской семьи. Это семья языков кельтская делится на две подгруппы, гальдейскую и бритскую. Шотландский гельский входит в гальдейскую группу наравне с ирландским и языком острова Мэн или мэнским. В другую группу, бритскую, входит валлийский язык, бретонский язык и корнский язык. Немножечко об истории языка. Примерно куда пропал первый? Ладно, я помню это наизусть, я расскажу так. Примерно в 3-5 веке нашей эры гэлы из Ирландии мигрировали в горные местности Шотландии и, соответственно, принесли с собой бытовавший у них на тот момент язык, а именно древнеирландский. В основном они переселились в графство Аргайл. Через какое-то время, ассимилировавшись с местным населением, потихонечку язык древнеирландский стал основным языком этого региона, и потихонечку, поскольку начала немного теряться уже связь с Ирландией, начал формироваться именно шотландский гельский язык, но это формирование заняло довольно длительное количество времени, а именно примерно с 5 по 15 век, потому что литературная традиция с Ирландией и Шотландией была общая на протяжении очень долгого времени. И если в разговорном языке отличия начались достаточно рано, то именно вот литературный язык, он стал отличаться гораздо позже, уже где-то в середине 15 века, когда шотландцы, так сказать, самоопределились с тем, что они шотландцы. Вот. И, но счастье было не очень долгим. В 1707 году случился парламентский акт об объединении Шотландии и Англии в единое королевство. До этого целый век Шотландия и Англия жили как два отдельных королевства, у которых был один король, но юридически они не были объединены. И вот в 1707 году их наконец-то объединили. И после этого там был некоторый, скажем так, династический кризис в Англии, всякие различные распри, которые в итоге привели к
якобитским восстанием в Шотландии, потому что шотландцы были не согласны с тем претендентом на престол, который выдвинула Англия. Они сказали, что мы не хотим видеть Георга I на престоле Шотландии, мы вот хотим видеть других стюартов на престоле. И начались, соответственно, восстания, которые вначале были достаточно успешными, но потом в итоге провалились. И, естественно, после того, как шотландцы проиграли, англичане начали всячески закручивать гайки, потому что нужно было подавить эти сепаратистские настроения. И различным ограничениям подверглись культура, язык, были самые различные запреты как прямого, так и косвенного толка. И в итоге это потихонечку привело к некоторому упадку гельского языка соответственно. Так, гельский сегодня. Итак, соответственно, на данные 2011 года по различным переписям 57 375 человек понимает и говорит по-гельски. Существуют крупные общины галоговорящие, они перечислены как раз вон там. Это Гласуху, Дан Эйджан, Инверниш и так далее. Это название городов. Да, в котором существует шотландские диаспоры. Также есть большое количество шотландских диаспор в США, в Канаде, в Аргентине, в Австралии, в других странах, но куда, к сожалению, выпихивали бедных шотландцев и куда они бежали после того, как их преследовали англичане. В 2005 году случилось официальное признание шотландского гельского языка как языка образования, СМИ, его начали всячески продвигать. Вот, в 2014 году был референдум в Великобритании по поводу того, что Шотландия хотела отделиться. 45% населения Шотландии было за отделение, 55% против, поэтому Шотландия до сих пор в составе Великобритании. Вроде бы, как в этом году должен был состояться второй референдум по поводу отделения, но парламент Великобритании посчитал, что это не очень не очень удачные идеи, потому что опросы показали, что процент тех, кто за выход из состава Великобритании, 47%, типа, зачем мы будем проводить, деньги тратить, все равно получим примерно те же результаты. Ну или, возможно, они испугались, что в этот раз-то как раз все будут за. Я передаю слово Катерине. Да. Дальше у нас это была краткая историческая справка обо всем, что касается шотландского гельского языка. И сейчас непосредственно к самому языку перейдем. Для начала хочу вас познакомить тоже в духе того, о чем сейчас Светлана вам рассказала. Шотландский гельский, как Светлана сказала, долгое время угнетался со стороны Англии и долгое время был под запретом. Соответственно, сохранить язык, сохранить традиции можно было только в основном в устной форме, то есть передавая из поколения в поколение. И в 20 веке, в начале 20 века, когда гельский язык постепенно начал возрождаться в Шотландии, было достаточно много, как сказать, людей, которые радели за возрождение родного шотландского языка, гельского. И одним из них был поэт, вот так, да, вот его имя наверху в заголовке можете увидеть, Мёрден Макфарлан. Годы жизни его тоже указаны с 1901 по 1982 год. Он писал на шотландском гельском языке, писал поэмы, стихотворения, и многие из них были переложены на музыку, потому что шотландские гельские стихотворения в стихотворной форме, они должны исполняться как песни, как в песенной манере. И здесь, соответственно, одно из самых известных его стихотворений,
которое было положено на музыку и стало своим родом гимном шотландского гельского языка. Называется эта песня, стихотворение, песня, соответственно, «Канон Ангел», язык гэлов. И пелось, исполнялось большим количеством исполнителей, гэлоговорящих. И мы вам сейчас тоже кусочек небольшой споем и исполним. Слова на доске, перевод, к сожалению, только на английский у нас в распоряжении был. Поэтому, кто знает английский, можете посмотреть, о чем там. Кто не знает, можете сфотографировать, потом перевести. Сейчас вам споем пару куплетов оттуда. Вообще там много куплетов. Очень большое стихотворение, но обычно исполняют 3-4, мы вам парочку споем. По вишнях косорах вухуах, haben kranem gerfu ervonier, haben tushkes angolen vonier, achen galoravlien monjes, bladulech stoch kagus fröh, kaden morivis molvai, Gusam klünčinam kadanam zin, I korum gušier. Gusam klünčinam kadanam gel, Norhi harfer filis avlaum, Buhinče gurgali kahanč, Moraspilni darova sanam, Navčegali hakana nahoil, Sahil pehkrolnan som, Sčirvičers izhanal zruhinč, I korum gušier, Gusam klünčinam kananam fin, I korum gušier, Gusam klünčinam kananam gel. Два куплета с двумя припевами. Да, и, собственно, от такого лирического вступления в гельский язык перейдем непосредственно к части, которая про сам язык, про фонетику и немножечко про грамматику. В шотландском гельском языке букв намного меньше, чем в английском языке, как вы можете видеть. И делятся они, логично тоже, как и в остальных языках, на согласные и гласные. Гласных 5 и 13, по-моему, да, согласных. И, соответственно, облагорожен, скажем так, да, приведен в более-менее современный вид алфавит гельский был не так давно. У вас здесь написано он как раз в порядке, как мы привыкли, да, там ABC или ABC, кто как, в каких языках произносит, читает. Но так было не всегда. Порядок букв был другим раньше в гельском алфавите. И этот порядок вы можете увидеть наверху в заголовке. Бей, луиш, нуй. То есть раньше порядок букв шел в другом, ну, в общем, в другом порядке буквы шли в алфавите. И, как вы можете увидеть тоже, кто знает немного английский, в самой правой колонке вы видите название деревьев. И это, собственно, перевод названий букв гельского алфавита, поэтому мы иногда в анонсах пишем в качестве завлечения, что вы у нас на презентации узнаете, почему у гэлов был деревянный алфавит. Собственно, вот поэтому, потому что названия букв у них соответствуют названиям определенных деревьев. И немножечко расскажу вам про гельские гласные. Гельские гласные делятся на широкие и узкие. Широкие это А, О, У. Нет, потом А, О. Да. Сейчас. А, О, У, да, все правильно. И узкие Э и И.
Почему это важно знать? Потому что в зависимости от того, с какими гласными соприкасается согласная в слове, она будет по-разному звучать. Также будет звучать по-разному в начале слова и в остальной части слова согласная. Это мы сейчас дойдем дальше, чуть дальше. Соответственно, кроме того, что гласные могут быть широкими и узкими, они могут быть еще долгими и краткими. Это вы тоже видите. Наверху долгие обозначаются фатой, таким своеобразным ударением. Причем кому-то может быть интересно, что в шотландском гельском и в ирландском гельском это фата в разные стороны направлена. То есть то, что направлено, как здесь на слайде, это шотландский гельский. Если в другую сторону, то это ирландский гельский. Вам такой лайфхак, если вы где-то текст увидите на гельском в интернете и захотите понять, какой же это гельский. И также гласные объединяются в дифтонги и трифтонги. Что это такое? Я думаю, тоже вы уже люди воробьи стрелянные, не первый раз на фестивале и не на первой презентации сегодня, наверное. Это означает, что когда гласные стоят в слове рядышком, две, они образуют другой звук, чем по отдельности. И про согласные немного. Про согласные тоже есть очень интересные явления в гельском языке. Самое, пожалуй, шокирующее из них — это лениция. Для тех, кто далек от лингвистики, фонетики и языкознания в целом, для меня было, например, шокирующее явление, когда я только знакомилась с гельским языком. Лениция что делает? Она меняет звук согласной практически до неузнаваемости. То есть, например, если мы возьмем букву «б», сама по себе она произносится как звук «б». Или «п», если в середине слова, тогда она оглушается и звучит как «п». Но если после буквы «б» поставить букву «h» или «h», если в английской транскрипции говорить, то звучать она уже будет как «в» или «в». Такой неожиданный момент. То же самое происходит, например, с буквой «м». Тоже «mh» в сочетании, когда линирует эта буква, будет звучить как «в» или «в». То есть, например, что у нас здесь? Пример, да? «Бан» будет первое слово звучать, «модан». И «мише» и «глеба», это где буква «м», соответственно. В каких случаях происходит лениция, у вас тоже описано здесь. Это либо в прилагательных женского рода, либо в падежах, когда, например, мы говорим там сын того-то, да, наши любимые гельские шотландские фамилии, да, Макдональд и так далее. Вот он, собственно, Макдональд будет звучать как Макгоуэль по-гельски. Вы его там в середине кадра справа видите. После определенных наречий также происходит лениция. И при использовании прошедшего времени и звательного падежа. Звательный падеж — отдельный интересный момент в гельском языке. У нас он с вами тоже есть в русском, но мы его как отдельный падеж сейчас уже не выделяем. Но тем не менее наши слова «отче» и имена, когда мы обращаемся, там, например, вот «цвет», я сейчас скажу «свет», это будет звательный падеж. «Зой» — это будет звательный падеж. Да, там «Маш», «Кать», «Петь». Вот это все будет звательный падеж. В гельском языке звательный падеж образуется за счет частицы «а» и за счет, соответственно, постановки имени в определенную форму. Для имен женских, например, вот у вас здесь пример с именем Мария, да, гельский вариант имени Марии будет Майри. Соответственно, чтобы обратиться к Марии по имени на гельском, я должна буду поставить частицу «а», и, соответственно, первая буква имени линирует, и будет уже «Авайри». Мое имя, например, да, в гельском варианте Катриона, соответственно, первая буква линирует, будет уже «Ахатриона». Вот, поэтому такой, да, интересный момент с линицей. Извините, я правильно понял, что это в принципе то же самое, что чередование согласных там «бегу», «бежишь» по-русски? Просто у нас оно отражается на письме, а у них не отражается. Вы про что, про леницию? Да. Нет, не совсем. Это отражается на письме.
И это явление вот именно как смягчение, да, ну, леницы согласной. Непонятно, наверное, сказала. Она могла обозначать до этого гласный звук, который влиял на произношение согласного? Гласный звук, который влиял на произношение согласного? Ну, просто скорее гласный звук будет влиять на произношение согласного, и ну, как бы в исторической перспективе могло ли вот это H обозначать гласную? Честно говоря, я так подробно не помню этот момент, но могу найти, если интересно будет, у нас в конце там есть ссылка на материалы по данной презентации, я могу найти эту информацию, добавить туда в эту ссылку. Спасибо. Чтобы сейчас не отвлекаться и не выходить из графика. Да. И в этой таблице вы можете увидеть сводные все правила по произношению согласных, как они произносятся в начале и в конце слова, в окружении широких и узких гласных, и, соответственно, вот она вся огромная, да, таблица того, как произносятся согласные в гэльском языке. Да, еще скажи, что интересно, например, что там две буквы Г разные. Ну, интересно, но уже после всего обозначенного уже не так интересно. Что касается грамматики, да, глагол «быть», например, в гэльском языке, кроме привычных нам утвердительной, отрицательной и вопросительной форм, имеет еще вопросительно-отрицательную форму. То есть, например, глагол «ха» — «быть» — это схожий глаголу to be в английском, так отдаленно очень, но тем не менее. Ha emor bujeref, например, да, это утвердительное предложение. Действительно, что-то большое, не поняла, что-то большое. Отрицательное предложение, соответственно, будет hanel emor iji. Отрицательная форма. Вопросительная форма будет звучать как «авель». «Авель» — Глазго humor. Не правда ли Глазго большой город? И вопросительно-отрицательная — это как «нахель дунейджен мор». Соответственно, получается... Здрасте. Соответственно, получается противоположное значение, то есть отрицательный вопрос. Не является ли Эдинбург большим городом? Вопрос отрицания. И, соответственно, как вы видите, в гэльском также есть все личные местоимения, которые есть, например, у нас и в русском, в отличие от английского, где теряется местоимение «ты». Здесь есть и «ты», и «вы», и также обращение в уважительной форме к старшим, к незнакомым людям, также будет в гэльском на «вы». И еще один интересный момент в гэльской грамматике – это спрягаемые предлоги. Это тоже, да, момент, над которым приходится поломать голову при изучении гэльского. В зависимости от того, с каким личным местоимением мы используем предлог, он будет выглядеть и звучать по-разному. То есть, например, со мной предлог «ле» «с» и «ми» личное местоимение вместе образуют предлог «со мной». Да? «Лям» «с Толем», например, «мне нравится». Предлог, например, «у», «эк» — это «у», и личное местоимение «меня» образуют вместе предлог «акам». Соответственно, «гарик акам», то есть у меня есть гэльский, я владею гэльским языком. По-русски мы переводим, как «я говорю по-гэльски». Что там у нас было? Следующее. Дальше да, это такой основной ликбез по грамматике и фонетике гэльского. Дальше немножко опять про культуру. Опять передаю голос Светлане.
Как я уже упоминала, я рассказывала про историю, что в какой-то момент у Бельского начались не очень хорошие времена, но тем не менее он сохранился, и сохранился он тоже в том числе благодаря тому, что очень была сильна в Шотландии музыкальная культура, очень сохранялись серьезно песни, в том числе с самыми различными жанрами. И вот немножечко я вам про эти жанры расскажу. Первый жанр, который вы видите здесь, это шанос. Это длинная песня повествования, обычно с различными вокальными украшениями, без музыкального сопровождения. Этот жанр также существует и в ирландской песенной культуре, но и в Шотландии он есть. Различные заговоры и благословения. И церковное песнопение. Но это есть у всех, как говорится, но вот в Шотландии тоже такое есть. И сейчас я вам спою небольшую песенку, небольшой отрывок, вернее, песенки, потому что сама песенка состоит из 7 куплетов, а у нас ограниченное время, да. Песня посвящена такому интересному представлению, которое было в Шотландии, о том, что если у вас, например, случилось такое несчастье, что завелись крысы, то вы можете прийти в место, где они обитают, спеть сатирическую песню, в которой будете всячески их высмеивать и унижать, и тогда они обидятся, а возможно просто ужаснутся вашему пению и уйдут. Итак. О, хороро, танцна, о, хоро, о, хороро, танцна, о, хоро, о, хороро, танцна, о, хоро, из гора хантастер бунтаник тухели, о, хороро, Аротани биго биха крастак сахарапат, из дуга до хортма хиштоп сиан хакош. Хачерндола хаскуно и чернтамвала, губерет дави гуград кадобрави, о хороротань сна хорохе. О, хороро, танцна, хоро, эйле. О, хороро, танцна, хоро, эйле. Из гора хантастер гунтайник тухели. О, хороро, тайни. Ну и, соответственно, про остальные жанры. Вы видите здесь, что у нас немножечко так это разделены песни, что вот про те, которые я вам рассказала, в этих песнях важнее язык и смысл песни. Вот. Но есть довольно большое количество различных жанров песенных, в которых важнее именно ритм и сама музыкальная составляющая песни, чем какой-то либо смысл в самой песне. И вот одним из таких самых ярких, наверное, представителей этого жанра, или вернее этих жанров, является жанр курштабел. В переводе на русский это музыка рта. Это такой особый жанр, в котором именно само сочетание вот этих звуков, песни, слов призвано составить саму мелодику песни. То есть, а смысл там уже как получится. То есть там есть, например, курштабел, посвященный чепчику, и там просто про чепчик поется. Есть песни про новые ботинки, есть курштабел про овсянку, про пив, про клетчатые штаны, в общем, про все что угодно. Овсянку мы еще позднее вот, вернемся. да. И этот жанр был в первую очередь призван к тому, что когда начались гонения на шотландскую культуру со стороны англичан, то запрещались иногда даже музыкальные инструменты, потому что то сейчас эти шотландцы соберутся в кучку, начнут там что-то играть и начнут новое восстание, поэтому не-не-не-не-не, поэтому мы все будем забирать у них музыкальные инструменты. А хотелось как-то веселиться, хотелось как-то... И больше 3 не собираться, да? Да, хотелось как-то веселиться, и поэтому вот эти песни, они именно хороши тем, что
им не нужно музыкальное сопровождение, они такие веселые, под них можно плясать. Да, инструментальное сопровождение им не нужно. Вот. И еще два других таких интересных жанра, один из которых это walking songs, или песни, по-разному их переводят, кто-то переводит как песни, я сама включу видео. Да. Давай я сама лучше включу. Хорошо. Вот. Walking songs иногда переводят как рабочие песни, иногда переводят как песни прачек. Но на самом деле это особый жанр, который был посвящен определенному действию, а именно определенной технологии производства твида, шерсти, то есть для того, чтобы она в итоге стала очень-очень хорошего качества, очень-очень плотной, практически чуть ли не водоотталкиваемой. И в какой-то момент, когда ткань уже саму сделали, ее определенным образом отбивали, мочили всячески водой, моющими средствами для того, чтобы убрать животный жир, который остался на волокнах, и плюс, соответственно, максимально давали усадку ткани для того, чтобы в итоге получился очень-очень качественный твид. И вот мы сейчас вам продемонстрируем. Да, продемонстрируем первый. Да, это вот... Ты скажешь? Да, я сейчас скажу. Это запись 1941 года, то есть это вот то, как оно выглядело, грубо говоря, когда-то в оригинале. Без всяких художественных преувеличений, это кусок документального фильма. Отреставрированного и раскрашенного. «Чужестранка» из художественного фильма. Я думаю, что многие о нем слышали. Вот, да, и это эпизод как раз оттуда, который воспроизводит то, как это было вот в 18 веке. Injection? Give me шагом инстинктив Да, кстати, нередко бывало, что именно во время этого пения одна из женщин является запевающей, скажем так, остальные запевают определенные строчки. Down.
очередной номер, который там был в слайде. Это так называемые грибные песни. Это песни не про грибы, как можно было бы подумать, а песни грибцов, то есть рыбаков и моряков, которые выходили на промысел в озера многочисленные шотландские, либо уже в море. И вот там тоже, там интересный очень сюжет, потому что иногда кажется, что там все-таки грибы-то были. Вот, потому что там иногда бывает такой сюжет, типа мы отгоняем ведьм, которые на нас сейчас будут нападать, в общем, вот так. Так что вот такой жанр. Типа шанти? Грибные песни. Типа шанти? Ну, скорее всего, да, потому что у многих народов есть такие песни, в том числе и у себя, которые ритмичные и нужны для того, чтобы выполнять какую-то ритмичную работу. Так, ну и немножечко, да, про культуру, еще опять про культуру, да. У нас вот сегодня 10 декабря, а очень скоро, 13 декабря, будет День Святого Андрея Первозванного. Это по православному, да, по православному календарю по Шотландии. Этот праздник уже праздновался 30 ноября, потому что они живут по другому календарю. Вот, Святой Андрей Первозванный является покровителем Шотландии, как и покровителем России. Именно поэтому шотландский флаг так похож на наш Андреевский крест. Это не просто так, да? Вот. И, соответственно, вот вы можете на слайде видеть слова, которые связаны так или иначе с праздником Андрея Первозванного. Само название праздника, да, Ланарише, да? Ланит Аундра. Да. Ланит Аундра. И национальный день, соответственно, это у них национальный праздник Ла Нашника. Да. Да. Извиняйте, немного поплыла. Вот. И, соответственно, в день празднования в честь Андрея Первозванного обычно нередко готовятся какие-то специальные блюда, например, отваривается овечья голова, или делается традиционное шотландское блюдо хаггис. Да, я вам про еду немножко расскажу. Соответственно, на слайде вы видите название некоторых традиционных шотландских блюд на гельском, и в этот раз мы потрудились и перевели на русский. Еда в целом будет биах по-шотландски, и самая, наверное, известная шотландская еда национальная – это хаггис. Это не подгузники, как вы можете подумать, а специальное блюдо, когда в кишки или желудок бараний набивается специальным образом приготовленные, порубленные потроха. Чаще всего это сердце, легкие и печень. Также бараньи с крупой с какой-то, с овощами, с луком, с морковкой. Они перемешиваются, готовятся, набиваются, и это все вместе готовится, запекается. И такое вот национальное блюдо, естественно. Кстати, очень вкусно. Я не согласна, это жуткая гадость. Вы еще узнаете, какая там жуткая гадость. Жуткая гадость, да, жуткая гадость это что-то другое. Это на самом деле действительно достаточно вкусно. Гадость это если вы не любите печенку, потому что поскольку там в составе печенка, то привкус печеночный там безусловно есть. Соответственно, такиш будет по-вельски хаггис. И часто он подается, вот здесь у нас по-английски уже написано татис и нипс, это картошка, татис это картофель, картошка, нипс это репа или турнепс, соответственно. То есть это обычно простые такие корнеплоды. Потому что основная национальная шотландская кухня это невысокая кухня, это кухня простого рабочего люда. И куда же без виски? Виски по-шотландски будет звучать ушкида. И переводится он дословно как «вода жизни». Потому что куда, да, шотландцам, куда без виски, в суровом, соответственно, морским, зимним, особенно в зимний период климатом. Хотя, на мой взгляд, у них климат зимой помягче, чем у нас. Но тем не менее. Также пудинг, черный и белый пудинг. Марок Дуф и марок Ял. Здесь вы, кстати, можете видеть, опять же, виницу, вот эту, про которую мы с вами раньше говорили, да? Дуф будет темный или черный по-вельски, соответственно, марок Гуф это будет
черный пудинг. Да? Вот оно, это явление леницы, опять-таки в действии. Как был черный, Дух. Да. Бонах – это банок, пресная лепешка, скона – это скон, или пшеничная, или овсяная лепешка. Сконы, да, тоже, я думаю, кто-то слышал в таком варианте. Ну и совершенно знаменитое, конечно, шорт-бред, печенье песочное, Арон Милиш. А вот дошли, собственно, и до гадостей. Гука – это вяленое мясо алуши. Там есть целая отдельная традиция по поводу того, как на эту алушу охотятся каждый год. Это национальная традиция. Под это отводятся, соответственно, определенные местности, где на эту алушу охотятся, ее заготавливают, ее вялят. И вот здесь вот вкус, конечно, очень специфичный, я не пробовала лично, но напоминает либо, как это сказать, там, подметку ботинка, потому что вяленая, очень жесткая. И поскольку она морская птица, она еще так изрядно тухлятенькой попахивает, поэтому... Очень старые ботинки. Очень старыми ботинками, да. Ну вот, поэтому, да, есть вещи пострашнее, чем Хаггис. Что, простите? Если вы не пробовали, то откуда вы знаете? Ну, я читала описание. Отчеты выживших, да. Ну и дальше простые блюда. Брохт – это суп, бульон, собственно. И брохан – это каша, чаще овсяная каша. Собственно, здесь мы с вами, сейчас к ней еще вернемся через секунду. Пара слов про современную, популярную шотландскую еду. Fish and chips. Везде там, как фастфуд, на каждом углу продается. Вот внизу можете увидеть, как у нас, например, там шаурма или шаверма продается в таких лоточках, в небольших ларьках. Также в Шотландии, я думаю, что и в Англии тоже, это тоже традиционное блюдо, и там тоже. Также продается рыба с картошкой. Да, тоже интересный момент, что немножко в английском чипс, это в английском, британском чипс это то, что мы обычно называем картошка фри. Чипсы у них будут crisps, соответственно, чтобы не путались. Поэтому fish and chips это рыба с картошкой. Также пироги с мясным фаршем тоже продаются там как фастфуд на каждом практически углу, много где можно найти. Это вы в серединке видите. Национальная отрава в виде газировки ядрено-оранжевого цвета Iron Brew. Каким образом она стала национальным достоянием, я, честно говоря, не вдавалась в подробности истории. Но тем не менее, Iron Brew считается традиционным шотландским современным напитком. Без него никуда. И отдельное тоже кулинарное извращение, на мой взгляд, в самом верхнем левом углу, это запеченный во фритюре батончик Марс. Забить Iron Brew. Да, Iron Brew и все, конец печени и всего организма. Вот это я, кстати, пробовала. Очень приторно, очень своеобразно, и все это даже да, это вот то, что в верхнем левом углу. Нет, лежит на мороженом. С мороженым обычно подается. Вот, в общем, да, такие интересные кулинарные изыски случаются в Шотландии, в традиционной и современной. И, собственно, под занавес мы хотим вернуться к здоровому питанию. Да, про кашу, про овсянку. Хотим предложить вам вместе с нами спеть песню про овсянку. Как раз она из того самого жанра пуш-табел, под который обычно танцевали, если не было под рукой музыкальных инструментов. И обычно мы, необычно даже, несколько раз мы делали такой номер с шотландской школой танцев московской, когда мы им пели пуш-табел, а они под него танцевали. Но сейчас просто споем. Да, можно фотографировать, и текст тоже будет в материалах, на которые ссылка будет в конце. Так, я потеряла свой телефон, поэтому... Ну, да.
2. У нас уже время вышло, поэтому 2. Так, давайте я предлагаю, мы сейчас прочитаем коротенько. Я читаю один раз, потом вы за мной повторяете. Я еще раз читаю, вы повторяете. Есть подсказка посерединке. Это то, как это сказать, русскими буквами транскрипция, в общем. Брохан лом, тана лом, брохан лом насуэй. И теперь все вместе. Брохан лом, тана лом, брохан лом насуэй. И поскольку строчки повторяются, то будем читать только те, которые не повторяются. Нижняя в первом абзаце. Брохан лом, шетана лом, шеброхан лом насуэй. Брохан лом, шетана лом, шеброхан лом насуэй. И припев. Брохан тана, 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 брохан лом насуэй. Ничего сложного. Брохан тана, 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 брохан лом насуэй. И конец, строчка опять та же самая, она у нас везде и в припеве, и в куплете повторяется. Брохан лом, шетана лом, шеброхан лом насуэй. Давайте вместе. Брохан лом, шетана лом, шеброхан лом насуэй. Второй куплет посложнее. Для тех, кто смелый, присоединяйтесь к нам и на втором куплете. Хукев аран ганагилян, леш аврохан хуэй. Хукев аран ганагилян, леш аврохан хуэй. Тоже 3 раза повторяется, и в конце уже известна нам строчка Брохан лом, шетана лом, шеброхан лом насуэй. Брохан лом, шетана лом, шеброхан лом насуэй. Ну, собственно, с нее мы и начинаем, с этой. Брохан лом, шетана лом, шеброхан лом насуэй. Брохан лом, тана лом, брохан лом насуэй. Брохан лом, тана лом, брохан лом насуэй. Брохан лом, тана лом, брохан лом насуэй. Брохан лом, шетана лом, шеброхан лом насуэй. Брохан тана, 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 брохан лом насуэй. Брохан тана, 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 брохан лом насуэй. Брохан тана, 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 брохан лом насуэй. Брохан лом, шетана лом, шеброхан лом насуэй. Хукай фаран гана гидан деша брохан хуэй. Хукай фаран гана гидан деша брохан хуэй. Хукай фаран гана гидан деша брохан хуэй. Брохан лом, шетана лом, шеброхан лом насуэй. Брохан тана, 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 брохан лом насуэй. Брохан тана, 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 брохан лом насуэй. Брохан тана, 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 брохан лом насуэй. Брохан лом, шетана лом, шеброхан лом насуэй. Молодцы! Я вас поздравляю, теперь вы умеете петь по-гречески, можете где-нибудь в кругах вырастить. И на этом кадре вы можете увидеть ресурсы разные, на которых можно посмотреть информацию про изучение греческого языка. Тоже информация будет, вот последний кадр щелкайте, это там будет. Но, да, вот это вот. Как известно, ну в смысле не как известно, греческий часть Шотландия, часть Великобритании, поэтому большинство ресурсов на английском, к счастью или к сожалению ли. Но по этой ссылке зайдете, там есть все ссылки, которые были на Там предыдущем будет слайде. документ, в котором будут ссылки на Да. все эти ресурсы. На видео с песнями, которые мы сегодня включали. Мы туда еще не все добавили материалы, которые хотели добавить, но мы добавим, поэтому через пару дней еще можно туда зайти и увидеть все материалы, которые мы хотели с вами поделиться. Спасибо. Спасибо.